Я звоню Фариджон Камилович. Обращаюсь к... проблема с братом, с документом. Его задержали 8 числа. Как бы регистрация у него у Дазбанк нету. Вот до сих пор его задержали в отделе Марина Рошина. С 8, 9, или 10. 8 В настоящее время находится в отделении. В настоящее время находится в отделении. А мне расскажите самое главное. Ваш брат по прибытии в Российской Федерации к кому обратился в органах управления Федеральной миграционной службы или коммерческим нелегальным фирмам, которые делают регистрацию? Куда он обратился, ваш брат? Ну, адрес помните? Куда? Ну, да, метро Маяковская, 2-я Тверская, 1-я. Улица Чаянова, дом 3. Это гостевой дом? Гостевой дом. Где вот флагшток стоят, большие флаг России, вот флаг Таджикистана. Сдали семикарты, вот туда заходят наши граждане. Да. И как он туда пришел, с какими документами, как, откуда узнал этот адрес? Адрес узнал с друзьями, которые там делают другие. Это не управление ФМС Таджикистана. Но ему дали этот адрес, сказали, что там делают регистрацию, и он пошел туда. И куда пошел? Он к кому обратился? Вот к директору обратился? Ибаду. Ибад как бы принял документы. Ибод. Ибод. Знакомый, да, личностно нам. Давно уже знакомый. Ну вот. Он принял документы. Сказал, что сделаем документ. Ну, регистрацию. Это он уже сдал на продление вообще-то. Ну вот. Оказывается, нет в баз данных. Да. А данные гостиницы Таджикистана делают регистрацию бесплатно, всем делали? Нет, конечно. А за что? Какая там сумма не требуется? Да, 1500 рублей, скажем. Квитанцию у вас есть, чтобы не брали вас? Ну, они на квитанцию не дадут. Ну, сейчас-то и бот откажется, говорит, я деньги ничего не брал, и ваш брат находится сейчас в данный момент, следующий вот шаг вашего брата отправляет в суд по выдворению. И он останется практически без ничего, и ваша семья без кормильца. Это признание принадлежит государству Таджикистану. Там еще есть другие, по-моему, фирмы, да, мне рассказывали до этого? Да, да, есть. Кто там еще есть среди них? Ну, кроме его. Рядом, да, с соседним подъездом тоже есть. На каком этаже? Втором тоже. Как его ходит? Это не тот, который вот Анвар, везде люди приходят, жалуются. Анвар, да, Анвар, значит, да. Высокий такой, значит, светлый парень, Нангаринский. Ну, сын одного из чиновников Таджикистана. Ага. Раньше об этом тоже было. Ну, да, и что, вот сейчас вашего брата забрали, увезли, вы пришли, дайте мне ваше заявление. Вы написали заявление. Вы просите, значит, предпринимать меры в отношении, значит, коммерческой фирмы, которые, значит, делают регистрацию граждан Таджикистана по такому-то адресу. Чаянова, все понятно, дом 3. Зовут его Ибод. Даже в воскресенье он принимал вашего отца, я так понял, да? Да. Даже в воскресные дни он не работал. Вот помимо вашего брата, 1000 обращений граждан есть, 1000 пострадавших. Вот что вы хотите лично от меня? Ну, хочу как-нибудь помочь, чтобы сделать, разбираться с этим фирмами или... Вот вы сейчас, вот правильно, здесь пишете о том, что надо, просите вы, чтобы я обратился к главному управлению МВД по городу Москве, чтобы провели расследование и сообщить господину послу Таджикистану, почему такие вещи происходят. И оказался ваш отец Азимов Камил также туда обратился 5 марта. У него, то есть, забрали 1500 рублей, и до сих пор он регистрацию не получил. Нет, еще не получил. Там написано, что от 5 до 7 дней вам срок. Да. А вы обратились к этому Ибоду, ну хорошо, давайте по землячеству, вот, чисто так. Конечно, обратился. Когда обратился к нему? Я вчера обратился. К этому Ибоду. Да. Это где-то полгода, год назад даже. Он должен был прекратить свою деятельность, находился вот здесь на Сухаревской. Он занимался. Но он нашел кормушку там, нашел крышевание в этом гостевом доме Таджикистана. Сейчас проверим, сделаем все по закону. Рядом с Анваром. Рядом с Анваром. И что вы обратились вчера, как вы нашли? Я пошел туда, его сначала не было утром. Пришел где-то пол 11. Я обратился к нему, пойдем, разбираемся там, что ты сделал документы. Оказывается, нет в базе данных. А он куда-то звонил, сейчас я дам подтверждение, пойдешь, скажешь о том, что она настоящая и есть в там база. Так я там 2 часа сидел, нет никакого. Потом он, получается, ушел, и вы его не заметили. Он даже не, он мне сказал, что иди там в отделе, договаривался с ним даже. Он говорит, иди в отделе, договаривайся. Ну вы же сейчас деньги передали, вас посадили. Вот именно.
я не хотел. Он толкал вас, чтобы идите к сотрудникам полиции, я не хотел предлагаете, значит, почти деньги, договаривайтесь и забирать своего брата. А он не сказал, что я вам отдам 1500, которые я у вас забрал? Не, он это не Как сказал. нет? Он должен был вам отдать 1500, звонить сотруднику полицию, и туда прийти, сказать, от Ибода, конверты надо было отдать, от Ибода, от Анвара, от начальника гостевого дома. Я хотел с ним поехать Да. туда, а он не хотел туда идти. Ну. Знаете, что, значит, как сказать, подделка не настоящий, нету баз данных. Если был настоящий у вас документ, он вам не предлагал там вести переговоры. Вот именно. Сейчас идет еще раз криминаль. Нас поставили. Наш брат кормит мою маму, кормит там мои сестры. Соответственно, остальные в Таджикистане ничего нет. Поехали, вот ты предлагал мне деньги отдать, мне денег нету. Пошли отдай, пока еще в суд не вели вашему брату. Или нанимайте адвокат, скажи, пошли. В это время он начинает, что? Признаваться. Вот сейчас вот то, что мы с вами сделаем, это бумаги я вам отдам, поставили печать, ваше заявление. Сейчас ваш брат, если будет, сейчас, если дай бог, что не арестован, не отправили в спецприемник, его отпускают, вы приводите его сюда ко мне, а до этого идет к Ибоду, к тому же гостевой дом. И ему скажете, что будешь решать. Вот то, что ты пришел, правильно сделал. То, что мы сейчас с вами говорим в камеру, ты своими действиями сейчас поможешь десятки тысяч наших граждан. Создано такие, и внутри это консульского отдела Таджикистана, создано где-то еще 5-6 в районе Полежаевского, в районе там консула, все нам уже находится вот так в цепи. Мы сейчас в ближайшее время туда проводим разные рейды. Попросим местные власти России посмотреть. Если открывали ФМС, открывайте окошко. Открывали Сахаров, а зачем брать деньги? Зачем 1500 рублей? Это бесплатная регистрация. Ну пускай будет там 200-300 рублей. Но отдайте в казну государства России, ничего страшного, отдайте. Зарегистрировать. Какие цены? Откуда цены? Там сколько человек в кабинетах сидят? Трое сидят. И принимают народу много каждый день. Ну, когда я там был, на 2 часа был, да, 10 народ. 10 человек стоит как бы вдали, значит, было. Получается, смотрите, по 1500, в день 100 человек. Это 150 000 рублей. Кому он передает? Там кто еще остался в Таджикистане? Вот отец у вас здесь, брат здесь, вы здесь. Две сестры и мать остался, они его ждут. Сейчас вашего брата отправят назад. А что дальше будет, если все это фальшивое, ваш брат сейчас будет пострадать? Что вы собираетесь предпринимать? Пришел посоветоваться. Посоветоваться, значит, до конца, то, что будет находиться 3 года в Таджикистане, и вам будет платить деньги. Зарплата вашего брата 23 000, вот он будет платить. Он создал этот кормушку называемый. Он сделал для вашей семьи, сегодня называем так, именно чтобы ваш брат здесь не работал. Вот он пускай, если пару таких мы будем заставить, и вот будешь вам платить зарплата каждый месяц этим ребятам. Помимо этого покупаете билет, потому что если останется ваш брат здесь, если закон значит, будет не стороне вашего брата, ему надо в течение 10 дней покинуть территорию России. А он заплатил деньги за самолет, все, пускай и будет восстанавливать. А мы вам поможем. Находить место Ибода, где есть, я отправлю волонтеры нашего движения, будут с ними говорить, чтобы его дух больше не было вообще в Москве, этого Ибода. И те, которые его помогают. А с управлением МВД сегодня я буду разговаривать официальным письмом. А вечером на сайте об этом мы будем говорить другим людям, чтобы быть осторожны. Хорошо? Сейчас уточни мне, что с братом, потом мне наберешь. Хорошо? Хорошо.